Коми начался пожароопасный сезон. На территории Инты он официально установлен с 12 мая. В постановлении определен порядок действий органов местного самоуправления в этот период, а также порядок действий должностных лиц в случае возникновения угрозы перехода лесных и других природных пожаров на населенный пункт. Горожан предупреждают о том, что за нарушение правил безопасности предусмотрен штраф. Весна считается самым пожароопасным сезоном, когда только сошел снег, осталась прошлогодняя сухая трава, а новая еще не выросла. В этот период пожар может возникнуть из-за любой оплошности, из заброшенного непотушенного окурка или из забитого стекла, нагретого солнцем. В рамках подготовки к пожароопасному сезону, недопущения чрезвычайных ситуаций и снижения риска их возникновения на территории округа проводятся регулярные субботники по очистке города от сухой травянистой растительности, валежника, паровочных остатков, мусора и других горючих материалов. Пользуясь случаем, напоминаем о профилактике, в первую очередь, предотвращения возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров, сухой травянистой растительности, мусора, который появится. То есть напоминаем, чтобы люди вели беседы с подрастающим поколением о том, что нельзя в целях шалости поджигать этот мусор или траву сухую. Также самим быть бдительным, ни в коем случае не кидать какие-то окурки сигарет, поджигать что-то, уходить. То есть у нас сейчас будет сезон охоты, соответственно, люди пойдут в лес. Если будет кто-то поджигать костры, например, греться люди, то всегда нужно это все затушивать полностью, чтобы это все не распространилось, не дай бог, не загорелся лес. Всем собственникам земель, то есть своих участков, людям, просто физическим лицам, необходимо произвести очистку своих территорий, от сухой травянистой растительности, от кустарников, от мусоров, чтобы это все случайным образом или мало ли так вышло, не воспламенилось и, соответственно, не возникла угроза распространению пожара и особенно на конструкции. То есть также хочется добавить, например, руководителям различных объектов нашего города, например, школы, сады и всем остальным, чтобы они тоже приняли меры по очистке своих территорий от сухой травянистой растительности и мусора. Владельцам гаражей и дачных участков рекомендуется особое внимание уделить домам с низкой противопожарной устойчивостью. Это, как правило, деревянные здания. Есть мера профилактическая, которая позволяет обрабатывать огнезащитным составом какие-нибудь деревянные конструкции, например, постройки свои на территории. Это в целях тоже профилактики недопущения возникновения возгорания. То есть есть специальные огнезащитные составы, которые можно заказать в интернете, купить, соответственно. Она улучшает их характеристики, и они будут тяжелее воспламеняться, если, не дай бог, будет какая-либо, например, от того же самого пожара от травы может загореться конструкция деревянная, она загорится легче, если она не будет обработана. То есть, если будет обработка составом, соответственно, ей загореться будет тяжело, и, возможно, вообще пожар потухнет, и конструкция не загорится. То есть, есть банальные способы, рецепты, грубо говоря, которые можно сделать самим. То есть, простейший огнезащитный состав. Состоит он из борной кислоты, кальцинированной соды и воды в следующих пропорциях. 300 грамм борной кислоты, 600 грамм кальцинированной соды и 12 литров воды. Все это смешиваете, чуть-чуть подождали и, соответственно, этим составом обрабатываете конструкции. В частности, деревянные, потому что они у нас подвержены именно возгоранию. И это будет неплохая профилактическая мера. Напоминаем, что администрация Инты проводит набор добровольцев на борьбу с возможными лесными пожарами. Желающие могут обратиться в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности городской администрации, кабинет номер 125. Подробную информацию можно получить по телефону 628 41.